Стоимость строительства дороги между Таджикистаном и Афганистаном будет определена после согласования технико-экономического обоснования. По жизненному сроку приговорен ведущий специалист отдела по землеустройству района Диваштич. В Таджикистане в результате аварии и несчастных случаев 25 человек погибло, еще 46 получили различные травмы. На вооружение ВС Кыргызстана поступил модернизированный мобильный ЗРК «Печора-2БМ». Бюджет проекта по строительству железнодорожного участка Джалалидин-Балхи-Джайхун-Нижний Пянш, который в будущем должен стать частью межрегиональной железной дороги, будет определен после подготовки технико-экономического обоснования. Министр транспорта Таджикистана Азим Ибрагим 1 февраля на пресс-конференции сказал, что южнокорейские специалисты на данный момент занимаются предварительными работами, необходимыми для подготовки ТО таджикского участка дороги. Он отметил, что протяженность предполагаемого железнодорожного участка на территории Таджикистана составит 50 километров. Также планируется в рамках прокладки этого участка строить мост через реку Пянш протяженностью 1 километр. Министр добавил, что все расходы по разработке ТО таджикского участка возьмет на себя правительство Южной Кореи. Сахабидин Мунавар-Зода, который был задержан летом прошлого года по подозрению в убийстве 2 уборщиц отдела по землеустройству района Дивашти Сагдийской области, признан виновным и приговорен к пожизненному заключению. Об этом сообщил источник в областном суде, а также отец одной из убитых женщин Косым Закиров. По имеющейся информации информагентства «Азия Плюс», приговор был вынесен 2 дня назад, 30 января, Сагдийским судом. 31 января Косым Закиров рассказал, что судебный процесс проходил в ВВС города Истаравшан. Процесс вели судьи Сагдийского областного суда Сахабидин Мунавар-Зода, был признан виновным по части 2 статьи 104 Уголовного кодекса Таджикистана и приговорен к пожизненному лишению свободы. Косым Закиров сказал, что согласен с приговором. Мнение родственников и адвоката осужденного по поводу приговора не удалось получить, также неясно, будут ли они обжаловать приговор. Напомним, что убийство произошло летом прошлого года. В прошлом году на промышленных предприятиях Таджикистана в результате аварий и несчастных случаев 25 человек погибли, еще 46 получили различные травмы. Об этом сообщил начальник службы по госнадзору за безопасным ведением работ в промышленности при правительстве Таджикистана Санат Рахим на пресс-конференции в Душанбе сегодня 1 февраля. По его словам, количество производственных несчастных случаев не намного больше, чем в 2021 году. Основными причинами несчастных случаев являются безответственность инженеров, несоблюдение требований техники безопасности, неполный инструктаж на рабочем месте техническими работниками, отсутствие специалистов по технике безопасности и другое, отметил Санат Рахим. Он отметил, что потенциально вредными считаются металлургическая и горнодобывающая отрасли, химические предприятия различного направления и другие подземные и экологические работы. Согласно списку промпредприятий, месторождений, на которых зарегистрированы несчастные случаи из-за нарушения техники безопасности, который оказался в распоряжении радиозоди, больше всего таких случаев произошло на совместных таджикско-китайских предприятиях. Санат Рахим на встрече с журналистами заявил, что несчастные случаи были зарегистрированы в частности в СП «Заравшон», таджикско-китайской горно-промышленной компании, ОАО «Таджик-Гидроэлектромонтаж», СП ООО «Анзоб», «Талка Голд», компаниях «Оби Шифаубахш» и «Орион Нафт». Начальник службы по госнадзору за безопасным ведением работ промышленности отметил, что нередко руководители некоторых предприятий тайно договариваются с пострадавшими от несчастного случая работников, чтобы избежать наказания. На вооружение ВС Кыргызстана поступил модернизированный мобильный зенитно-ракетный комплекс «Печора-2БМ» белорусского производства, передает об этом пресс-служба президента Центральноазиатской страны. В Бишкеке отметили, что мобильный зенитно-ракетный комплекс приобретается впервые с момента обретения независимости на бюджетные средства. Кроме того, на зарубежных оборонных предприятиях проведен капитальный ремонт боевых вертолетов Ми-8, закуплены грузовые автомашины, санитарные бусы, микроавтобусы.
Президент Садыр Жапаров ознакомился с техническими характеристиками новой техники, осмотрел средства связи, стрелковое оружие, противотанковые и вертолетные боеприпасы, инженерные средства, снайперские винтовки, пистолеты, гранатометы, реактивные снаряды и многое другое. Глава государства отметил быстро меняющуюся международную обстановку в мире, отметив, что вооруженные конфликты в различных регионах планеты отличаются масштабами и последствиями. Помимо информационной войны и пропаганды, преобладают и другие методы вооруженной борьбы. Данная сложившаяся ситуация требует дальнейшего усиления государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности, сказал он.